Республика Саха-Якутия – уникальнейший регион не только России, но и всего мира. Суровые климатические условия, вечная мерзлота, годовые перепады температур до 100 градусов и большая площадь накладывают свой отпечаток на жизни местных жителей. Республика обладает грандиозными ресурсами сырья, в ее недрах вся периодическая система Менделеева. Якутия – это один из мировых лидеров по добыче золота, алмазов и угля. Начиная с 90-х годов прошлого века активно развивается экономика региона. Действительно, у нас экономика Российской Федерации имеет сырьевую направленность. И сейчас руководство страны, руководство республики делает все для того, чтобы мы переходили модернизировали нашу экономику, создавали высокотехнологичные производства. И именно для этого создан технопарк Якутия, чтобы у нас в технопарк приходили ребята с идеями, с инновационными идеями и создавали новые предприятия, которые занимаются переработкой или производством что-то нового, высокотехнологичного. Частный бизнес в республике стал развиваться относительно недавно. Преимущественно он основывался на продажах. Но со временем пришло понимание того, что Якутии необходима своя продукция. Последние годы начинающие производители постепенно притворяют свои идеи в жизнь. В этом им помогает технопарк республики. Начавший свою работу в прошлом году бизнес-центр оказывает активную поддержку стартовавшим недавно бизнес-проектам. В таком плане, если предприятия, у предпринимателя есть инновационные задумки и идеи, он может прийти в технопарк и получить у нас поддержку, доказать свою способность быть инноватором, доказать, что его идея является действительно инновационной, что она коммерциализуема, потому что она будет работать, будет жизнеспособна. Для того, чтобы стать резидентом технопарка, необходимо пройти предварительный отбор. Проводят его лучшие умы страны в конкурсной комиссии ведущие эксперты-инноваторы Российской Федерации. Наши специалисты делают первичный отбор проекта и потом направляем на экспертизу уже наших экспертов, куда входят ученые, специалисты, бизнесмены, причем не только из города Якутска, но и из Москвы, из Новосибирска, которые отбирают проекты. После этого уже решением комиссии мы придаем статус резидента, заключаем с ним соглашение, и с момента, как компания получает статус резидента технопарка, она получает все наши сервисы. Это упаковка проектов, написание бизнес-плана, написание маркетингового плана, тренинги, обучение и возможное размещение в технопарке, получение здесь производственных офисных помещений. Одним из первых свое место под крышей технопарка заняло общество с ограниченной ответственностью БИГЭ. Оно специализируется на производстве лакокрасочных материалов. Аналогов ему нет на всем Дальнем Востоке. Одним из главных достоинств предприятия – производство акриловых красок. В Якутии на нашем рынке нет ни одного производителя. Лакокрасочные материалы завозятся из других стран и регионов, в основном с Урала. Главные компоненты водно-дисперсионных красок – вода и мел. Сейчас мы в производстве используем нашу воду. Данный вид производства в Республике Саха-Якутия является новым, актуальным и перспективным. Сегодня за рубежом доля строительных водно-дисперсионных материалов ощутимо велика. Например, в Германии достигает более 90% от общего количества применяемых ЛКМ. Для сравнения, в России эта цифра меньше – 20%. Кроме того, специалисты компании разработали свой уникальный рецепт качественной краски, учитывая потребности клиентов.
Сначала, признаюсь честно, многое не получалось. Краска долго засыхала и смывалась водой, а это неприемлемо, например, для фасадной краски. Чтобы добиться нужного качества, мы преодолели ряд проблем. Постоянно экспериментируя, мы поставили для себя задачу достичь таких качеств краски, как атмосферостойкость, гидростойкость, термостойкость и к тому же увеличить срок эксплуатации. Устойчив к старению у них. Сегодня в БИГЭ краску изготавливают из привозного сырья, которое потом разводится местной водой и разливается в тары. Этот путь позволяет сэкономить на перевозках, именно поэтому самоделкин – товар с очень привлекательной ценой. Но главной задачей своей работы в ООО «БИГЭ» считают необходимость перелома стереотипов. Стереотипов того, что в Якутии производство невозможно, а если и возможно, то на низком уровне. Поэтому специалисты компании уверены, что их продукция тому доказательство. Люди пока доверяют больше раскрученным брендам. Местный производитель вызывает у них подозрения. Есть стереотип, что такие технологичные продукты у нас не могут производиться. Я и сам раньше думал, что товар, производимый у нас, по качеству проигрывает привозному. Но занявшись сам производством, я понял, что глубоко ошибался. Так как же зарождалась компания БИГЭ? Несколько лет назад, выйдя из стен института, Андрей не подозревал, что в скором времени станет индивидуальным предпринимателем. К этому решению его подтолкнула сестра. Тогда-то и появилась мысль, что можно открыть свое дело, хотя на тот момент Андрей работал бухгалтером. Изучив экономическую ситуацию в стране и республике, молодой человек быстро понял, что необходимо открывать свое производство. Именно то производство. Почему именно производство? Политика президента и правительства республики направлена на развитие именно этой отрасли. На сегодняшний день производством занимаются только крупные промышленные компании, в то время как отрасль производства в малом и среднем бизнесе пока не развита. Тут я и нашел нишу. Но какую отрасль выбрать, с чего начать? Эти вопросы, появляющиеся у каждого человека, решившего заняться собственным делом, зародились и в голове Андрея. Вновь пришлось узнавать что-то новое. Для начала было решено узнать спрос и предложение на рынке Якутия. В пору расцвета рыночной экономики выбор непрост. Но Андрей все-таки склонился в пользу производства лакокрасочных материалов. В Якутии никто не занимается производством лакокрасочных материалов. Если рассмотреть сырье, необходимое для производства, то все составляющие можно добыть здесь, в республике. Впервые эту идею озвучил наш технический директор, кстати, моя сестра. В пору обучения в Москве она ознакомилась на бизнес-выставках с другими производителями. Она подтвердила мое решение в необходимости организации производства. Не обошлось и без проблем. Для начинающего предпринимателя цена за аренду производственных площадей оказалась неподъемной. Над бизнесом нависла угроза закрытия. Основной проблемой для нашего начинания была аренда. Это самая большая статья расходов. Любое начинающее предприятие сталкивается с подобным препятствием. Тут нам очень помог технопарк. Новаторство идеи производства красок в республике ни у кого не вызвало ни малейшего сомнения. Они занялись тем делом, которое они просчитали потребность, нашли эту потребность, и они сейчас занимаются тем, чтобы удовлетворять спрос, который они вот у нас развиваются прямо вот с самого начала, с первого дня, и мы видим, как они развиваются и насколько востребована их продукция. Переехав на новое место жительства, компания продолжила активное развитие. Под присмотром специалистов технопарка БИГЭ стала заметно прибавлять в объемах производства. На сегодняшний день возможно производство до 150 тонн готовой краски в месяц. Компания быстро обрела хорошую клиентскую базу. Мы в этом году закупили очень много продукции у них на Верхоянскую школу. Ну, сами знаете, это очень труднодоступный район, и при транспортировке у нас возникают очень большие проблемы. И в этом плане компания БИГЭ очень оперативно сработали в плане упаковки. Благодаря вот этой отработке мы без потерь довезли всю продукцию. То есть это более 20 тонн. Всего за 1 год компания достигла таких успехов, до которых в прежних условиях понадобилось бы несколько лет. Во многом это стало возможно благодаря поддержке сотрудников технопарка. В частности, они помогли юной компании привлечь к своему делу инвесторов. И определенные проекты, вот как, например, ООО «БИГЭ», производство лакокраски, да, из местного сырья, это достаточно очень интересный проект, с которым можно работать, можно
довести до логического конца, то есть до стадии финансирования. По мере взросления компании необходимо все больше финансовых источников. Сегодня фирма созрела для сотрудничества с венчурной компанией «Якутия». Обе стороны понимают, насколько выгодным может быть сотрудничество, ведь одной из задач венчурной компании является содействие развитию инновационной инфраструктуры Якутии. Эти ребята, в принципе, одни из первых освоили бюджетирование, смогли финансовую модель посчитать, проект правильно представить. Мы проект посчитали, и инвестиционная комиссия нашей компании, сразу после получения заявки проводится инвестиционная комиссия, которая вынесла заключение о дальнейшем рассмотрении проекта. Инновационный проект – это один из немногих проектов, который должен пройти тернистый путь, прежде чем выйти на рынок. Этот тернистый путь называется, первое, проверка идеи на соответствие законам физики. Да? Это научные исследования, опытно-конструкторские работы. Проверка идеи на предмет технологичности. То есть можно ли на этом этапе времени и развития технологий проект внедрить. И третий, тоже важный момент, это потом уже, когда проба рынка, это на стадии мелкосерийного производства. Среди главных преимуществ якутской краски – соотношение стоимости и качества. В отличие от своих конкурентов, в ценовом сегменте Самоделкин обладает ярко выраженными качествами – вязкость, долговечность, влага и термоустойчивость. На достигнутом сотрудники ООО «Бигэ» решили не останавливаться. Якутии необходим абсолютно уникальный продукт. В условиях вечной мерзлоты обычная краска быстро теряет свойства. Решение пришло сразу – теплоизолирующие материалы. На Крайнем Севере этот продукт востребован как нигде в мире. Всю зиму технологи компании проводили испытания западных аналогов. Как оказалось, ни одна из них не соответствует заявленным свойствам. Даже при минус 30 тепло уходило очень быстро. Специалисты БИГЭ взялись за разработку своей теплосберегающей краски. Сейчас мы находимся на стадии исследования аналогов. Подобные теплоизоляционные краски на рынке уже есть. Их заявленная форма эксплуатации до минус 60 градусов. Мы провели свои собственные исследования, работают ли эти аналоги в наших экстремальных условиях. Теплоизоляция у нас в Якутии очень актуальна, ведь по сравнению с другими регионами у нас резко континентальный климат. Летом плюс 40, а зимой минус 60, минус 70 градусов. Придумать материал, выдерживающий такие температурные колебания, очень сложно. Поэтому мы начали свою научно-исследовательскую работу с исследования аналогов. Совместно с Институтом физико-технических проблем Севера, Сибирским отделением Российской академии наук и Северо-Восточным федеральным университетом проводятся необходимые исследования. Затем следует стадия испытаний. В случае ее успешного завершения продукт будет запатентован, и якутская термосберегающая краска должна будет появиться на прилавках республики уже в 2015 году. Благодаря успешной комплексной работе всех составляющих бизнеса компания БИГЭ планирует в ближайшие годы выйти на рынок Дальнего Востока. Для сотрудников технопарка это станет большим достижением, ведь таким образом якутская краска пополнит список брендов республики. Это вот классический пример того, что желание, воля, ум, да, энергия позволяет создавать новые бизнесы. Начали производить, у них получилось что-то произвести здесь, в Якутске. Это, я считаю, это очень круто. Это вдохновляет. Потому что, мы же на что-то способны, мы же можем что-то сами производить. Количество резидентов постепенно растет. В ближайшее время заработает филиал технопарка в южной столице региона, городе Нерюнгри. Таким образом, в ближайшем будущем индивидуальное предпринимательство в республике должно испытать новый виток развития, а собственное производство Якутии занять достойную нишу в инфраструктуре региона.